Добрый день! Сегодня снова пятница, и мы снова продолжаем протирать очки, потому что мы хотим четко и ясно видеть и события минувшей недели, ну и посмотреть каким-то образом в будущее на этом основании. Начать хотелось бы, конечно, с важного спортивного, но не только спортивного события. В среду мы получили анонс предстоящего в Сыктывкаре чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Да не от кого-нибудь, а от самого Владимира Владимировича Путина. Такое продвижение дорогого стоит, но мое извращенное политическое сознание, аполитиченное, скажем так, сознание сразу же вспомнило, что это год одновременно выборов главы Республики Коми. Ну, бог с ним. Главное ведь во всем этом действительно, что в Сыктывкаре чемпионат мира по хоккею проводится первый раз. В России, конечно, не первый раз, в СССР не первый раз, но в Сыктывкаре первый раз. И несмотря на то, что времени вроде как еще достаточно, 3 года, но мы же понимаем, что к такому событию надо подготовиться основательно. Конечно, чемпионат мира по хоккею с мячом – это не чемпионат мира по футболу. Как правило, это в сущности турнир между двух команд – России и Швеции, раньше СССР и Швеции. Хотя в самой федерации, Международной федерации хоккея с мячом, насколько я знаю, более 20 команд, включая, например, замечательную команду из африканской страны Сомали. Будем надеяться, что она к нам тоже приедет. Это будет очень интересная и экзотическая встреча. В среду же, я считаю, самое главное событие и самое правильное политическое событие минувшей недели. Воркутинская территориальная избирательная комиссия объявила конкурс на лучший буфет. Ну, разумеется, не просто на лучший буфет, которых в этом городе, конечно же, немало. Имеется в виду лучший буфет на участке, где будут проходить выборы 18 марта 2018 года. Я считаю, что это самый правильный конкурс, в отличие от многих предыдущих. Здесь проигравших быть не может. А самое главное, есть отличный советский опыт, ибо в советское время, и даже я застал это время, это самое советское время, как раз наличие хорошего буфета, тем более если не одного, а такое тоже на участках бывает, в школах, да, школы большие, и буфеты могут располагаться, даже конкурируя друг с другом в рамках одного участка. Так вот, буфеты были одним из главных стимулов для того, чтобы пойти на выборы. Конечно, сейчас действуют определенные ограничения, учитывая, что большинство избирательных участков как раз в учебных заведениях, в школах, техникумах, институтах и так далее. Но, тем не менее, если одним из важных и главных критериев, а вероятнее всего это и будет главным критерием, является численность покупателей буфета, то им так или иначе придется пойти на определенные маркетинговые ухищрения. Например, так называемые happy hours, счастливые часы, на которые довольно часто идут заведения общественного питания. Это те часы, в которых действуют либо существенные скидки, либо вообще что-нибудь продается бесплатно. Конечно, каждый буфет волен сам определять, что ему в это время продавать бесплатно. Еще раз подчеркиваю, действуют определенные ограничения, но тем не менее такой маркетинговый ход можно предусмотреть. Я считаю, что Воркутинская избирательная комиссия поступила маркетингово грамотно. Во вторник Президиум Госсовета рассмотрел важнейшую тему, которая можно назвать экологической, но вообще она уже становится вполне себе общественной и людской. Республику атакуют волки. По данным, которые были там озвучены, уровень комфортности от сосуществования людей с волками превысил прошлогодний в 4 раза. Ну, правда, цифры здесь такие. В позапрошлом, 2016 году, было зафиксировано 633 соприкосновения, так сказать, выхода волков в люди, если можно выразиться. А в прошлом году уже 1256. Это прямая угроза собакам, прямая угроза скотине, ну и прямая угроза самим людям. В конце концов, наверное, мало приятно спать и слышать волчий вой вокруг себя. Но тут есть одно но. Лицензии на отстрел в 2018 году на фоне тех цифр, которые я привел,
выдано на отстрел волков всего 50. Там предусмотрены еще определенные меры, но самое главное, что речь идет именно об отстреле. Но ведь патронов не напасешься. Есть такая вещь, как известно, как капканы. Но капканы и яды запрещены международными договорами России. Что с этим делать, решительно невозможно. Как было сказано, у волков увеличивается кормовая база. Сначала в численности подросли лоси, а потом вслед за ними и волки, естественно. Но сейчас наши охотники, как известно, предпочитают немножко другую охоту. В четверг было объявлено о том, что о возбуждении уголовного дела по статье 258 за незаконную охоту с крупными последствиями. Эта история тоже пошла по сетям и наделала много шуму в отношении одного из охотников в Удорском районе, который, не будь дурак, убил медведицу с медвежонком, отрубил им головы и сфотографировал и выложил это в сеть ВКонтакте. Вот такие у нас охотники, с позволения сказать. Но хотелось бы завершить из этой же серии, но все-таки более оптимистичной новостью. В понедельник случилось ЧП у одного из фермеров в деревне Калининская Прилузского района. Его бычку замкнуло железным карабином горло, и он начал задыхаться, и фермер уже готов был пустить его на убой, но вовремя спохватился, вызвал спасателей. Спасатели освободили бычка от карабина, и бычок жив, здоров и продолжает нагуливать вес. Вот этот пример, я считаю, нам надо всем помнить. Давайте будем милосердны и к животным, и к себе. Всего вам доброго.